И с моментом смерти, вот с этого момента и начинается, в общем-то, жизнь ахара человечества. И как ученые говорят, тот, для кого пришла смерть, для того и настал уже судный день. Или настал час. Люди спрашивают, когда будет час, когда наступит судный день, и каких-то признаков ждут. Но час для каждого он настанет неминуемо. Этим часом для каждого является его смерть. И он не находится так далеко, как, например, мы о нем думаем. Мы всегда себя тешим какими-то мечтами, какими-то мыслями о том, что мы поживем долго. Это будет не сегодня, или спустя какие-то десятилетия. Человек, он никогда не захочет покинуть этот мир. Если ты думаешь, что сейчас ты молод, поэтому тебе жизнь кажется такой хорошей, но пройдет время, ты уже захочешь туда, то это скорее обольщение. Для старого человека она такая же приятная и заманчивая, как и для тебя сегодня. И даже люди, которые больны, многие из них, они не хотят покидать этот мир. Этот мир, он всех нас, он обольщает. Каждый может это себе это увидеть. Что он делает для ахирата? Какова цель вообще его жизни? Разве Аллах создал, чтобы мы стали богатыми, или у нас побольше детей осталось? Для того, чтобы мы насладились. Для этого жизнь она разве дана Аллаху, человеку? Мы углубляемся все время в ней. И отрезвляет нас только мгновения какие-то в жизни. Когда что-то происходит, какое-то напоминание для нас в жизни. Если кто-то близкий очень для нас должен умереть, чтобы это для нас стало каким-то напоминанием. Человек, которого мы не ожидали его смерти, или которого очень любили и не хотели его смерти. Вот это напоминает нам о том, что... Но каждый из нас знает. Каждый знает, что он умрет. Но каждый живет в обольщении. Есть только одна преграда между нами и нашей смертью. Это наша смерть. Но у смерти нет определенного времени, когда бы она приходила к людям. Нет места или болезни, которой бы она приходила к людям. И, наверное, только когда она сама придет, тогда мы поймем, что произошло. То, что мы не делали, то, что мы упускали, то, что на самом деле надо было делать, то, о чем не думали, то, чего не ждали. А все знали, что умрут. И читали книги, как читаем ее сейчас. И слышали хадисы, слышали аяты. Но думали, что это все когда-то будет далеко. Что все еще изменится в нашей жизни. И мы все еще успеем что-то сделать. Мы сделаем это в дальнейшем, но не сейчас. И вот это было наше обольщение, которое нас не покидает. Даже если мы сейчас об этом задумаемся, к сожалению, оно нас, это чувство покидает сразу. То, о чем сказано будет и в этой книге дальнейшем, каждый из нас увидит и вспомнит об этом напоминании. Это уже будет место, в котором ведется расчет за то, что делал в этом дуне, но не место, в котором можно что-то изменить, какие-то дела сделать. Это выглядит.